Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Карта месяца. Справедливость, старший аркан. Это начало месяца, это середина месяца, это окончание месяца. Отношения, карта на отношения, работа. Финансы. Так. Будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, у нас выпадает карта «Справедливость». Это карта, когда у нас в жизни происходят, знаете, какие-то судьбоносные события, связанные с другими людьми. Это может быть сотрудничество, это может быть знакомство, это может быть брак. Да? Это вот могут быть у кого-то суды какие-то, может быть, разводы или еще что-то. То есть что-то судьбоносное происходит в отношениях, во взаимоотношениях с другими людьми. И так как это карта старшего аркана, да, то здесь уже события сформировались. То есть уже трудно здесь что-то поменять, отменить, подействовать на это как-то. Да? Что здесь может происходить? Может быть, кстати, у вас здесь хорошее время для торговли. Очень часто тоже у нас эта карта показывает какие-то успехи, да, решение каких-то вопросов важных. Также карта говорит о прибавлении каких-то клиентов, да, если особенно вы консультируете людей вот с глазу на глаз, да, то есть не сразу к большому количеству обращаетесь, а вот отдельно с людьми общаетесь. Может быть, выигрыши какие-то в суде, да, может быть, враги какие-то появляются у вас, которые вот очень сильно влияют на вашу жизнь. Ну, вообще, это карта дипломатии, переговоров, контрактов, договоров, подписания каких-то бумаг. Это карта врача, да, если, допустим, вам нужен врач, то вы найдете такого человека, который правильно поставит диагноз, будет способствовать лечению. Это карта продавцов, покупателей, да, то есть, если, допустим, вы что-то продаете, тоже у вас здесь есть возможность найти таких людей, которые вам будут помогать. Это карта супругов и, знаете, знакомство с какими-то людьми, которых мы еще вот раньше никогда не знали, не видели, да. Также, если вот отрицательную сторону взять, нужно опасаться воров, да, кражи нужно опасаться не доверять незнакомым людям. Вот насчет ссор я говорила, да, насчет каких-то оппонентов, появления каких-то оппонентов. То есть, смотрите, то есть эта карта вот именно призывает нас быть внимательными к тем людям, с которыми мы общаемся один на один. И здесь все события, которые будут происходить, они такие судьбоносные, да, вот как бы долгоиграющие. Начало месяца у нас выпадает тройка пентаклей, карта хорошая. У нас здесь идет уже какой-то, знаете, результат, скорее всего, от того, что происходило в июле. Результат денежный, результат, который связан с какими-то, знаете, с деньгами от, может быть, первые деньги от каких-то начинаний, допустим, да, или, может быть, здесь какие-то траты на одежду, на внешность, там, на прическу и так далее, да, то есть вот здесь у нас какие-то такие вот предпочтения есть, изменить себя внешне. Естественно, на это нужно будет потратить деньги. Может быть, здесь решаются вопросы со здоровьем, тоже благополучно. Может быть, вы здесь как-то так меняете свое поведение, что вам это на благо тоже оборачивается. И вообще, знаете, у вас появляется какая-то уверенность в своих силах. Вы чувствуете, что вы можете там продвинуть какой-то проект, решить какую-то ситуацию, договориться с какими-то людьми, повлиять на свое окружение, в общем, поехать куда-то, заработать. В общем, такое состояние, что вот я могу. Да, я могу, я докажу и так далее. И эта карта говорит о том, что это только как бы первые у вас результаты, дальше будут улучшения.
и в плане денег, и в плане, может быть, положения какого-то, статуса. В общем, все ваши мечты начинают реализовываться здесь. В середине месяца у нас выпадает 5 жезлов. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, будут ситуации, такие вот столкновения с другими людьми. Вот у нас карта месяца как раз об этом говорит, да, то есть середина месяца, она может быть конфликтная, может быть, на поверхность будут выходить какие-то вопросы, которые мешают вам решать какие-то дела, или, может быть, вы в себе откроете какие-то качества, да, которые вам мешают общаться с людьми, мешают продвигаться как-то в карьере. 5 жезлов у нас такие некоторые ограничения в том, чтобы проявить себя, чтобы осуществить какие-то свои желания, добиться своих целей, заработать и так далее. Да? То есть ограничения тут в любом случае есть. Но ограничения, они для чего нужны? Для того, чтобы научиться терпению, для того, чтобы работать как можно больше, да, вот именно над тем, в чем вы ограничены. То есть это специальное такое вот время для того, чтобы вы здесь больше проявили усилий, для того, чтобы вы здесь больше поработали. И вот в конце месяца тут уже результаты идут. Также у нас 5 жезлов. Это могут быть детские какие-то вопросы. Может быть, решаете вопросы со школой для ребенка, с обучением. И вот здесь что-то может не получаться, вы можете там спорить и так далее. То есть, может быть, допустим, власти какие-то законы издают, против которых вы выступаете, да, и вот решаете какие-то вопросы со школой, с детьми. Может быть, в работе, может быть, свое дело вы, допустим, начали, да, и у вас какие-то сложности в нем возникают, может быть, подучиться нужно, может быть, какие-то трудности с клиентами, да, или, может быть, конкуренты появляются у вас здесь. Или, может быть, вы хотели бы, допустим, выгодно вложить деньги, а не время для этого. В общем, какие-то тут сложности, ограничения возникают. Или, допустим, вы хотели поехать там всей семьей с детьми, допустим, на турбазу или еще куда-то на отдых, да, и тоже что-то вот не получается, какие-то возникают сложности с этим. Праздник какой-то хотели организовать, тоже кто-то, может быть, там вмешается, ситуация какая-то, в общем, какие-то сложности, помехи. Теперь в конце месяца у нас 7 пентаклей. Карта, которая говорит о том, что осталось совсем немного до получения вот того результата, на который вы рассчитывали. 7 пентаклей – это еще ограничения присутствуют, да, но они уже, знаете, так вас не, как сказать, ну, не заставляют так переживать, потому что вы знаете уже, что просто своим трудом, терпением вы можете все решить. Здесь, кстати, может быть, возникают вопросы со средствами связи, да, с телефоном, там, с сантехникой, с электрикой. Может быть, возникают вопросы с диетой, с весом. Или, может быть, на работе какие-то сложности, может быть, что-то нужно менять в организации труда, может быть, нужно делать ремонт где-то, да, это может быть ремонт техники, это может быть ремонт в помещении, это может быть вам помощь какая-то потребуется от каких-то людей, да, это может быть о здоровье нужно побеспокоиться, позаботиться. В общем, карта, знаете, такая, когда много хлопот, и вы чуть ли не список пишете, да, чтобы все успеть вовремя сделать. Потому что, не потому что хотите, а потому что надо. Да, вот немножечко такое будет ощущение в конце месяца, что приходится выполнять как бы свой долг, держать свои обещания и так далее. То есть немножко тут сложно будет. Но в принципе здесь вот подождать, и будут уже результаты ваши хорошие. Для отношений выпадает карта Солнца. Замечательная карта, когда мы проясняем отношения, когда мы миримся, если была ссора, или просто в наших отношениях тепло, спокойно, уважение, любовь и все прочее. Да? То есть очень хорошая карта для отношений Солнца.
Для тех, кто в поиске партнера, семерка трефовая. Карта говорит о том, что после сложного какого-то периода, после каких-то потерь, может быть, у вас была потеря там близкого человека, да, может быть, развод, может быть, просто поссорились очень сильно и расстались, да, вот, может быть, у вас была какая-то там растерянность, усталость, вот у вас заканчивается это время в августе, то есть вы можете действительно встретить человека, который вам подходит идеально, который не просто вам по душе, а с которым вам рядом будет тепло, и вы даже захотите с ним как-то расти, развиваться, улучшать свою жизнь. Для тех, у кого уже есть пара, король червовый, но у вас месяц, знаете, такой домашний, да, вы, в общем, дома вам комфортно, дома вам приятно. Каждый день можно сделать там праздником, да, для вас и для вашего партнера. Может быть, ухаживания какие-то, да, вы заново начнете. Может быть, появится такое ощущение счастья. В общем, карта, когда нам нужно открывать свое сердце, нужна романтика, можно делать какие-то подарочки, куда-то, может быть, выезжать. Турбазы, там парки, в кино ходить и так далее. То есть, знаете, немножечко творчества нужно приложить вот к тому, что происходит в ваших отношениях. Так все хорошо. Для тех, кто в ссоре, король пиковый. Но здесь, знаете, здесь могут вмешиваться люди старшего поколения, да, и, может, знаете, это может быть как хорошо, так и плохо. То есть в любом случае ситуация прояснится. Если ваши отношения уже лишены любви, то вы расстанетесь. Да? Если любовь все-таки есть, то вмешательство как раз других людей это поможет вам помириться. Да? Но в любом случае здесь может быть улучшение ситуации. Да, в любом случае для вас это благо, потому что карта Солнца выпадает, да, для вас благо, даже если вы расстанетесь с одним человеком, с которым уже нет любви, вы встретите другого. А для работы выпадает карта звезды. Здесь осуществление каких-то ваших желаний давнишних, да, может быть, это было повышение или какой-то новый проект, или новая работа. В общем, знаете, звезды это всегда новый поворот какой-то в карьере, да. Улучшение это 100%. Опять же, ваша репутация хорошая, она вам служит, дает вам какие-то новые, заработать, да, дает новые варианты в работе. Может быть, то, о чем вы давно мечтали, на что надеялись, вот оно исполняется наконец-то. Ну, благодаря вам, конечно, вашим заслугам в прошлом. Для тех, кто в поиске работы, шестерка червовая. Карта говорит о том, что у вас как раз вот находится та работа, о которой вы мечтали. Для тех, у кого уже есть работа, десятка бубновая. Карта говорит о том, что либо у вас появится какая-то новая возможность, новая работа, которая более вам соответствует, либо вы будете там заканчивать, может быть, обучение и получите вот какую-то должность или какой-то проект, да, реализацию какую-то получите, или, может быть, поступите на обучение. Также здесь может быть получение в этом месяце какого-то глубокого такого профессионального опыта. Это карта каких-то бумаг, писем, это карта каких-то решающих таких документов, ну, допустим, диплом, допустим, да, который имеет большое значение вот для вашего работодателя или вот для того, чтобы вы могли себя проявить вот на этой работе. В общем, карта, связанная с обучением, с информацией, и причем, знаете, здесь может быть какой-то сюрприз прям для вас, неожиданный. А также, может быть, нужно проанализировать вот то состояние ваше, которое вы испытываете вот на вашем месте работы. Может быть, что-то нужно менять либо вас самих, либо в ваших профессиональных навыках, либо, может быть, даже место работы нужно менять, да, то есть нужно как-то проанализировать ситуацию. Для тех, у кого свое дело, шестерка трефовая. Карта говорит о том, что здесь могут быть какие-то
неожиданные ситуации, которые связаны с вашей репутацией, да. Может быть, много каких-то забот ваша работа будет вам доставлять. Или, может быть, знаете, вам приходится заниматься одними делами, а мечтаете вы совсем о другом, да, и думаете, как бы мне сделать так, чтобы мое дело перестроить вот так, чтобы я как бы радовался, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь. Может быть, какие-то проекты давние вы хотели осуществить, и, может быть, вы намечали это как раз на август, а у вас тут не получается. В общем, какие-то могут быть преграды, какие-то могут быть остановки, сложности. Ну, или вы сами просто оставляете время на то, чтобы отдохнуть. Просто там поехать к морю, посмотреть на звезды, да, набраться сил для того, чтобы вот дальше действовать. Или, может быть, допустим, какие-то сложности есть в работе, нужно подумать, как их решить, как выходить на новый уровень, как это все трансформировать. Может быть, знаете, вы настолько устали, что уже воспринимаете свой бизнес, ну, как бы негативно, да, или вообще хотите его прекратить. А на самом деле, может быть, это не нужно делать, может быть, просто нужно отдохнуть, и ваше восприятие поменяется. И, может быть, придут идеи для того, чтобы как-то трансформировать все, поменять, чтобы вас все устраивало. Для денег выпадает 9 жезлов. Карта говорит о том, что ваши планы, цели по поводу денег, они могут быть какое-то время под вопросом, да, либо что-то может быть неясно, либо ситуация задерживается, либо, знаете, вот у вас, допустим, было много источников дохода, а сейчас остается какой-то один только. Вот, может быть такое. В принципе, вы без денег не останетесь. Просто вот именно в этот период, может быть, вам действительно просто как бы меньше нужно работать, потому что у вас тут отпуск, да, и у вас, может быть, нет привычного источника, то есть нет дохода из разных источников, да, остается только один. Но, тем не менее, это все, видимо, нужно, если вы отдыхаете. Для тех, кто зарабатывает... у кого есть зарплата, здесь будет какое-то вознаграждение, скорее всего, будет какая-то ожидаемая сумма денег, может быть, давно уже ожидаемая, да, от каких-то проектов, в которые вы вложили очень много сил. Вот, знаете, успешное завершение чего-то, и вы получаете здесь деньги. Или, может быть, это действительно отдых, да, это на отпуск у вас все деньги пойдут. А для тех, кто зарабатывает своим делом, 7, червовая карта говорит о том, что у вас деньги пойдут в рост. Либо у вас семейный бизнес, либо у вас партнеры какие-то появляются, либо вы просто к тому, что у вас есть, добавите что-то новое, да, какое-то новое направление. Либо просто перестроите как-то процесс, но в любом случае у вас здесь рост закладывается с этого месяца. Так что дела идут на лад, укрепление идет в этой сфере. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.